туристический сезон мы вывозим порядка 1300-1400 кубов ежесуточно из города. Значит, для усиления работы совсем недавно были приобретены 4 единицы мусорособирающей техники. Это 2 мусоровоза на базе шасси КамАЗ и 2 на базе газонный Next. Они значительно усилят работу по вывозу мусора с города. Значит, хотелось бы обратить внимание на то, что у нас очень остро стоит проблема с несанкционированными свалками, в частности, что люди, несмотря на то, что мы обращались и через СМИ, и через сети в интернете, к людям, жителям нашим, чтобы они давали контактные телефоны, чтобы они знали, куда можно было обратиться, потому что, понятно, что не каждый может себе, да и в принципе нет надо, то есть, допустим, если у человека там небольшое количество крупногабаритного мусора, там матрас, диван, там, холодильник, сейчас из этого контейнер заказывать нет смысла. То есть, если определенный телефон, можно позвонить, приедет машина, заберет, и это не будет являться таким хаотическим выбросом мусора. Но, тем не менее, сознательность наших граждан составляет животушку, поэтому они не успеваем убирать, в частности, вот пример, знаете, там Кривой дом, Ивана Шамиля, постоянно только убрали, сравнивают соседей. И камеры стоят, и предупреждения, и вызывали, и, в общем, дорога нигде не подходит, и домоуправление подключается, но, честно говоря, с точки зрения санкций у нас очень сильно завязаны руки. Поэтому сегодня я разговаривал с нашим юристом администрации. Если мы выйдем на госсобрание с инициативой об утверждении для рассмотрения на постоянно действующей комиссии, которая, наверное, будет создаваться административных штрафов, которые мы вправе сами определить у себя на месте, то я думаю, что ситуация в этом плане начнет немножко значительно улучшаться.